Урок 51. Талгат Мусабаев. Ты научишься слушать, читать и понимать текст, пересказывать по вопросному плану. Узнаешь, в каком случае предлог «в» указывает на время. Упражнение 1. Послушай текст. В честь кого назвали мальчика? Будущий космонавт. Знаменитый казахстанский космонавт Талгат Мусабаев родился в 1950 году. Атақты қазақстандық ғарышкер Талгат Мусабаев 1950 жылы дүниеге келген. Его назвали в честь летчика Талгата Бигелдинова. Ұлы Отан соғысының батыры ұшқыш Талгат Бигелдиновтың есімін Мусабаевқа қойған. В 11 лет у мальчика появилась мечта стать космонавтом. 11 жасында бала өскенде ғарышкер ұшқыш боламын деп армандайды. Талгат хорошо учился в школе, с удовольствием занимался музыкой, играл на пианино, гитаре, красиво пел. Талгат мектепте жақсы оқыды. Ол музыканы ұнататын, пианинода ойнайтын, гитара шертетін, өлеңді жақсы айтатын. Все свободное время он проводил в спортивном зале, занимался гимнастикой. Бос уақытын ол спортзалда өткізетін, гимнастикамен шұғылданатын. Успешная учеба и занятия спортом помогли Талгату Мусабаеву стать космонавтом. Сабақты жақсы оқығасын, спортпен шұғылданғасын Талгат Мусабаев өскенде ғарышкер болды. В честь кого назвали мальчика? Мальчика назвали в честь летчика Талгата Бигелдинова. Произносим правильно. Космонавт. Пишем В, произносим Ф. Космонавт. В 1950 году, 1950 году. Космонавт. Ғарышкер, летчик, ұшқыш. Упражнение 2. Перескажите текст по вопросному плану. Когда родился Талгат Мусабаев? Талгат Мусабаев родился в 1950 году. Когда Талгат решил стать космонавтом? В 11 лет у него появилась мечта стать космонавтом. Как учился Талгат? Талгат хорошо учился в школе. Чем занимался мальчик в свободное время? В свободное время он занимался гимнастикой в спортивном зале. Благодаря чему Талгат достиг своей главной цели? Благодаря успешной учебе и занятиям спортом Талгат достиг своей цели. Упражнение 3. Прочитайте на странице 166 информацию о Талгате Бигелдинове. Расскажите одноклассникам, что вы узнали. Открываем страницу 166 и читаем. Бигелдинов Талгат. Летчик-штурмовик, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Казахстана. С детства мечтал стать летчиком, поэтому мальчик записался в аэроклуб. Окончил авиационное училище. Во время Великой Отечественной войны Талгат Бигелдинов совершил 305 боевых вылетов. После войны он продолжал летать. Упражнение 4. Прочитай текст. Расскажи, что увидел Талгат Мусабаев из космоса. Выход в космос. В пятницу 1 июля 1994 года Талгат Мусабаев полетел в космос. Перед полетом он получил благословение аксакалов. Его посадили на белого коня и произнесли: «Пусть счастливым и удачным будет космический путь на железном коне». Первый выход Талгата в космос состоялся, когда станция «Мир» пролетала над родной землей. Космонавт открыл люк и с гордостью сказал: «О мой Казахстан!» Он разглядел и горы, и озера, и степи. Мечта мальчика Талгата исполнилась. Благодаря ему государственный флаг и герб Республики Казахстан впервые оказались в космосе. Расскажите, что увидел Талгат Мусабаев из космоса. Талгат разглядел и горы,
и озера, и степи. То есть он увидел Казахстан. Новые слова. Космический путь Гараш Жолы впервые тұңғыш рет. Упражнение 5. Прочитайте на странице 167 информацию о научных исследованиях космонавтов. Расскажите одноклассникам, какие исследования были проведены на станции «Мир». Енді 167-ші бетті ашамыз да мәліметті оқимыз. Космические исследования на станции «Мир». Большой вклад внесли космонавты в развитие сельского хозяйства. С помощью космической съемки исследовали рост зерновых культур и хлопка. Космонавты сумели получить новый сорт картофеля, который не боится болезней и плохой погоды. В космосе был проведен эксперимент Дастархан. Казахская академия питания создала для космонавтов новые продукты. Упражнение 6. Составьте предложение по данному началу. Используйте образец, напишите в тетради. Образец. Талгат Мусабаев родился в 1950 году. Следующее предложение должно начинаться со слов «в 11 лет». В 11 лет у мальчика появилась мечта стать космонавтом. Следующее предложение должно начинаться со слова «когда». Когда родился Талгат Мусабаев? И третье предложение должно начинаться со слов «в пятницу 1 июля». В пятницу 1 июля 1994 года Талгат Мусабаев полетел в космос.